Семейный парк Юготлун включен в Федеральную библиотеку лучших практик благоустройства и озеленения. Теперь о парке в центре республики будет известно во всех уголках России. Библиотека лучших образцов благоустройства – это проект Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В документе представлен и зарубежный опыт. Всего более 130 лучших образцов пешеходных мостов, уличных светильников, детских и спортивных площадок. Сосногорский Юготлун внесен в раздел «Многофункциональный парк». Это объекты, ориентированные на интеграцию городской среды в природную, с развитием соответствующей инфраструктуры и достижением высокого уровня комфорта. Отмечу, что парк в Сосногорске – это единственный объект Республики Коми, вошедший в Федеральную библиотеку. Напомню, свои двери Юготлун распахнул в 2015 году, став подарком жителям на 60-летие Сосногорска. Каждые 3 года в культурной жизни Сосногорского района происходит знаковое событие – подтверждение звания «Народный коллектив». Это всегда большой праздник для зрителей и своеобразный экзамен для коллектива на творческую зрелость, активную работу, развитие. На сцене городского дома культуры «Горизонт» по этому поводу состоялись сразу 2 мероприятия. Ансамбль русской песни «Купальница» и фольклорный коллектив коми-песни «Зиль-Зёль» подготовили свои программы, чтобы в очередной раз подтвердить высокое звание. Уровень выступающих коллективов оценивала компетентная комиссия из Сыктывкара. По словам заслуженной артистки Республики Коми Валентины Чувьюровой, оба коллектива успешно подтвердили почетное звание. Я хочу поздравить сосногорцев, что у вас есть 2 коллектива, шикарных коллектива. Мне очень понравилось оба коллектива. Что касается «Купальницы», только-только, да, вот мы прослушали. Очень профессиональное пение. Я думаю, что это большая заслуга руководителя. Мне очень понравилось, что они поют очень чисто, многоголосно. Акапельные песни – это трудно. Они же не профессионалы, но они добились этого. Я их поздравляю с этим. Руководитель ансамбля Оксана Кирик считает, что главный секрет успеха в творческой неуспокоенности каждого участника. Новые идеи, сценические решения – все это работает на общий результат. Репертуар у нас очень хорошо пополнился за эти 3 года. Появились казачьи песни, традиционные песни, фольклорные. Коллектив поддерживает мои идеи, потому что я всегда с ними советуюсь. Теплые слова от членов комиссии прозвучали и в адрес ансамбля «Зиль-Зёль». Вы знаете, я считаю, что в Сосногорске, что имеется такой коллектив, который поет песни на коми-языке, зная, что это очень трудно, я считаю, что это большая заслуга и руководителей, и тех артистов, которые ходят, несмотря на различные, может быть, какие-то проблемы у них есть, да, но точно хочу сказать, что петь на коми-языке не так-то просто. И я желаю им творческих успехов, чтобы так держать, и чтобы они не бросали это начатое дело, а развивались и радовали зрителей своими красивыми коми-песнями. Ни одно значимое мероприятие в городе и районе не проходит без их участия. У каждого ансамбля есть свой зритель и свои поклонники. А это значит, можно смело строить планы на будущее, гордо при этом неся звание «Народный». Первенство по рукопашному бою, посвященное Дню выпускника, прошло в минувшие выходные. Спортсменов Ухты и Сосногорска принимал клуб единоборств «Гладиатор». За право быть лучшими в своих возрастных категориях боролись более полусотни участников. В результате в копилке наших спортсменов 16 золотых, 13 серебряных и 7 бронзовых наград. Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и памятными призами. Также были отмечены игроки в различных номинациях. В середине мая наши спортсмены приняли участие в открытом первенстве России по рукопашному бою среди православных военно-патриотических клубов. Всего в Сергиев Посад съехалось более 50 команд. Республику Коми представляли спортсмены Сосногорской спортшколы под руководством Константина Субботина и Антона Апраксина. В результате упорных боев в копилке сосногорцев 3 медали. В весовой категории 75 килограмм золото у Дениса Игнатьева. Кирилл Логинов и Максим Канев завоевали серебро и бронзу в весе 55 килограмм.
Сосногорские футболисты взяли серебро и золото республиканских турниров по футболу на призы клуба «Кожаный мяч». Игры проходили в Ухте и Сыктывкаре. В столице республики наши ребята обошли местную команду, а также сборную Ухты. Теперь они представят регион на всероссийском этапе турнира по футболу «Кожаный мяч», который пройдет в Ейске. А вот игры, проходившие в Ухте, принесли золото хозяевам. У Сосногорска серебро, бронзу турнира взяли сыктывкарцы. В среду в Сосногорске будет облачно. Ночью +3, днем на градус теплее. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Пройдет слабый дождь.